Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Новую горнолыжную трассу с канатной дорогой откроют в Алданском районе. Расширение прав и полномочий субъектов местного самоуправления. Члены постоянного комитета Иль-Тюмен подготовили 10 поправок. В якутских кинотеатрах стартует показ социальной драмы «Вертолет». Лыжный кластер города Алдан пополнится горнолыжным спуском с канатной дорогой. Открытие намечено на ближайшие дни. Новый спортивный объект уже показали главе республики Айсену Николаеву, который находится в Алдане с рабочим визитом. Горнолыжный склон представляет собой спуск длиной 600 и шириной 80 метров. Объект готов к эксплуатации, однако низкие температуры за 30 пока не позволяют пользоваться канатной дорогой. Ее рабочий режим начинается с минус 20 и выше градусов. Кроме того, на территории города и района действуют ограничения на проведение массовых спортивных мероприятий, связанные с пандемией. Ситуацию обсуждали на заседании оперативного штаба республики по эпидобстановке с участием главы. В Алекминском районе состоялся отчет правительства республики. В связи с текущей эпидобстановкой работа прошла в формате ВКС. Тем не менее, вопросы всех муниципальных образований района были услышаны. Ответы на ряд вопросов были даны на месте. Некоторые же будут рассмотрены дополнительно. Тему продолжат наши коллеги. Завершился отчет правительства в Алекминском районе. Формат в режиме онлайн работает второй год. Участие в нем приняли все наслега района. Формат имеет плюсы и минусы. При качестве связи возможно охватить гораздо больше желающих. Связь – один из наиболее частых в районе. Я солидарен с шупаевским коллегой, и хотелось бы, чтобы все-таки строительство оптоволоконной связи западного куста района началось. Один из важных вопросов жителей города – третья очередь по программе «Чистая вода». Завершение реконструкции сетей водоснабжения. То есть третий этап реализации программы «Чистая вода» в городе. Потому что первый этап у нас успешно завершился, второй этап на стадии завершения. Но также хотелось бы услышать четко сроки реализации третьего этапа. А это самый важный, считаю, наиболее важный этап – это полностью замена сетей водоснабжения. Вопросов прозвучало очень много. Отдается время для каждого населенного пункта, и они задают вопросы и сразу получают ответы. Я тоже также от имени жителей села Кыллах тоже задала 2 вопроса и получила сразу ответы. Этим я очень довольна. Конструктивный разговор получился, подчеркнула заведующая детским садом «Березка». В период пандемии формат наиболее удобный. Кроме вопросов, хотелось бы сказать спасибо, отметила она. Ведь новый детский садик – это результат работы прошлых лет. Вот уже месяц, как мы переехали в это новое, светлое и просторное здание детского сада, которое полностью оснащено игровым, дидактическим и технологическим оборудованием, где есть все условия для всестороннего развития и воспитания ребенка дошкольного возраста. Огромное спасибо нам за подарок в год столетия образования Якутской АССР, в год матери в Республике Саха-Якутия, в год молодой семьи в Алекминском районе. Елена Фаст, Максим Кобылов, Алекминск. Отчет исполнительных органов государственной власти состоялся и в Кобяйском районе. В продолжающихся условиях распространения COVID-19 деятельность правительства в минувшем году была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. В Кобяйском улусе работа была сосредоточена по таким ключевым направлениям, как транспорт, связь, строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также поддержка сельского хозяйства. В прошедшем году были в Кобяйском улусе выполнены работы на 105 миллионов рублей, в том числе на выполнение ремонта автомобильных дорог на общую сумму 37 миллионов 660 тысяч. Введены в эксплуатацию наружное освещение на участках автомобильной дороги Сибян
в селе Сигенкюль и Батамай. Протяженность наружного освещения составила 2,5 километра. В этом году будут выполнены работы по строительству наружного освещения автомобильной дороги Кобяй возле поселка Сангар. Начаты мероприятия по реконструкции вспомогательной аэропортовой инфраструктуры аэропорта Сангар. В четвертом квартале этого года будет введено в эксплуатацию новое служебное пассажирское здание, то есть аэровокзал. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выздоровели 4576 человек. Госпитализировано 105. Общее количество выявленных случаев 2967. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. В Тампонском районе самая отдаленная врачебная лаборатория находится в оленеводческом селе Тополиное, где проживает порядка 700 жителей. Несмотря на удаленность от районного центра, за последнюю неделю наблюдается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Так, по последним данным, в селе зафиксировано 35 случаев инфицирования. Детали у наших коллег. В участковой больнице Тампонского национального эвенского наследия, где 5 лет назад проведен капитальный ремонт, есть все условия для работы. Необходимое медицинское оборудование, а также новая мебель, подаренная спонсорами к открытию. В этом году врачебная лаборатория обеспечена новой санитарной машиной, 2 компьютерами. Единственное – это проблема со связью. Здесь она очень устойчивая, а без интернета работа практически останавливается. Единственное, желаем, что плохо-то у нас с интернетом проблема. Работа сейчас в основном по интернету все идет. Все отчеты, все эти же вакцинированных мы, получается, через федеральный регистр, который нужно давать ежедневно, а у нас иногда и на это не получается. Только из-за того, что интернет слабый. Между тем, эпидемиологическая ситуация в наследии ухудшается. Только за последнюю неделю ковидом заболели 35 жителей, в основном семьями. Тяжелых больных нет, все лечатся амбулаторно, в том числе и пожилые люди старше 60 лет. Так, основное население вызывает по поводу ОРВИ, и среди них выявляются эти, как сказать, ковидники. Средний где-то 7-8 за сутки. Обеспечение лекарственными средствами, заранее все выписываем, отправляем требования. Несмотря на это отдаленность, вовремя обеспечиваем лекарственными средствами. На сегодняшний день вакцинировано свыше 60% населения. Продолжается работа по ревакцинации. Оленеводы со стойбищ, приезжая домой, тоже активно прививаются. В участковой больнице имеются вакцины Гамка, Витвак, Эпивак, Корона. Мария Винокурова, Тополиное, Тампонский район. К другим темам в АМГе участковые уполномоченные отдела внутренних дел проводят профилактические мероприятия по предупреждению мобильного и дистанционного мошенничества. В связи с участившимися случаями регистрации преступлений сотрудники отделения полиции раздают жителям листовки, проводят беседы с населением. В 2021 году в Амгинском районе было зарегистрировано 13 случаев мошенничества, в текущем году – 1. Общий ущерб от совершенных дистанционных хищений составил 2 229 000 рублей. Правоохранители отмечают, что в последнее время мошенники все чаще используют биржевые площадки, где предлагают быстрый заработок. На территории Амгинского района за 2021 год всего зарегистрировано 13 преступлений, совершенных с использованием дистанционного мошенничества. На территории Амгинского района зафиксированы следующие схемы преступной деятельности: хищение денежных средств из банковских карт граждан. Мошенники представляются работниками Сбербанка России, суда. Также используются социальные сети ВКонтакте, Авито и также обманным путем через сайты объявления инвестиций. Впервые у жителей Якутска появилась возможность использовать скоростной интернет до 1 гигабит в секунду. Теперь интернет в 10 раз превышает стандартную скорость 100 мегабит. Фиксированную сеть в столице республики запустила компания МТС, а возможность подключить услугу появилась уже почти у 10 000 семей города. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой.
Нарастающий спрос на цифровые сервисы сегодня заявил о необходимости скоростного интернета в республике. Уже долгое время многие компании работают удаленно, а развлекательный контент полностью перешел на стриминговые платформы. Практически вся социальная жизнь теперь протекает в сети. Сегодня, когда у каждого члена семьи есть гаджет, спрос на высокоскоростной интернет становится более актуальным. Татьяна стала одной из первых пользователей высокоскоростного интернета в республике. Теперь интернет в ее квартире разгоняется до гигабита в секунду и позволяет не только быстро скачивать тяжелый контент, но и пользоваться сразу несколькими интернет-устройствами даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Как раз не так давно мы все уходили на работе на удаленку, и мне было очень удобно. То есть связь была очень хорошая, интернет быстро работал. Скорость действительно очень большая, мне даже и в игры играть удобно. И для игр, и для обычного пользования интернетом оказалось очень хорошо. Что более важно, предлагаемый пакет услуг не только поможет на удаленке и выборе развлечений, но и значительно сбережет финансы на 40% при подключении пакета. Наш пакет услуг содержит, первое, это интерактивное телевидение, интернет плюс мобильная связь. До конца года гигабитный интернет от МТС станет доступен еще в 20 тысячах квартир столицы, микрорайонов 203 и Прометей, а также в 36-м, 62-м, 69-м и 103-м кварталах. А уточнить, находится ли дом в проводной сети компании и сделать заявку на подключение жители Якутска могут на официальном сайте оператора. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Намский ЛУЗ участвует в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». В программу вошли 4 населенных пункта. Так, в селе Паны благоустроят озеро Мавра. Местное население активно участвовало в выборе проекта. Здесь появится современная площадка, тротуарные дорожки, освещение, лодочная станция, летние и зимние аттракционы. Стоимость проекта составит более 20 миллионов рублей. Часть необходимой суммы будет выделена в рамках реализации другой программы под названием «Комфортная городская среда». Проект очень такой современный, обширный. Там есть и воркаут, там есть роллердром, там есть современные такие детские игровые оборудования. Так что к осени здесь будет очень такое уже новое место будет. В якутских кинотеатрах стартует показ фильма «Вертолет». Премьера запланирована на 17 февраля. Якутская социальная драма раскрывает актуальные проблемы Севера. Главный режиссер фильма Михаил Лукачевский, сценарист Иннокентий Васильев Лягантей, оператор Семен Аманатов. Главные роли исполнили Гаврил Менкяров и Инга Леонова. Съемки фильма начались еще в 2015 году. По мере финансирования проходили досъемки и постпродакшн. В 2021 году кинокартина приняла участие в 4 кинофестивалях. Триумфом для якутского фильма стало участие в российском фестивале «Киношок», где фильм выиграл все 4 главных приза. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.